Держите эмоции. Все, теперь можно эмоции. Здорово. Ой, раздолбай. Здравствуйте. Здравствуйте. Че Здорово. Что за сюрпризы? Да? Владимир? Рад вас видеть. Сегодня самая большая компания группы собирается. Замечательно. А ты что, сюрприз решил нам устроить? Да, я как это... Молчал все время, и тут бац такой. Долго ждете? Ну, Володь, по-разному. вы сегодня тоже всю кухню привезли? Нет, не всю. Сейчас у нас будет тоже дождь. Ну, сейчас будет, это все будет. Вы читали? А в прошлый раз? Штормовое предупреждение. Штормовое предупреждение. Мы специально ждали такую погоду. Ну, Сейчас мы заправляемся. Привет, Вик, как дела? Знакомься, вот они все мои подписчики. Его и мотовлог. Еще как-то маршрут проработать, чтобы еще где-то там поночевать. Ну, можно тогда машину оставить в этом. Талдыки? Талдыке. Да? У моих оставим. Как вариант, конечно, можно... И через Текели вдоль Коры, Кобы поехать. Газельки дорогие? Нет, Талдыки недорого. До Талдыка. Вот так вот лежишь и говоришь, да? Мотоциклы. Просто широкий угол У тебя поставить. вот она, знаешь, вот у тебя башка криво. Ну-ка, голову держи ровно. Ой, бля. Все, ровно стань. Что там, мануальчик по тебе, да? Остеохондроз, блин, это хрустнуло. Нам нужна дорога. Надо было у местных спросить. Давай, еще раз доставай. Короче, я вот так поеду. Ну, как вы поняли, мы здесь немного заблудились, но Алишер здесь поговорил с местным чабаном, и он узнал, как проехать. Вот. Сейчас мы все ждем Алика. Ему на скутере тяжело, конечно, там такие вымоины, не очень приятные. Вот. Очень красиво, зелено, температура где-то 19, прохладненько, так, высота 1500. В общем, очень красиво здесь, пейзажей много, тропинок, можно на каждый холмик заезжать, в общем, без риска для жизни. Келдік аренарин. Бәріміз де сол қайтып баратырмыз енді келіп алып. Сіз бе? Біз қайтып баратырмыз. Келгенбіз. Таңертесінен. Жарайды. Қалай екен? Нормально. Бірінші рет келіп тұрсыз ба? Я бірінші рет. Бізде сол. Ну что ж, вот мы спускаемся с группой прямо в ущелье, в эту скальную мечеть. Орасан, Хорасан. Если где-то информация у меня будет неверная, прошу заранее меня простить. Алик, Махаббат, вон там Мирослав, Вика и Владимир. А Самира, моя дочка, и Алишер, они уже ушли вниз. Они уже внизу. Вот такое вот место. Никого здесь нет. Дикая природа. Пейзажи вы только что уже видели, когда мы ехали. Так, вот он. Вот оно, это самое место. Там ключ есть, источник. Ну, сейчас мы все посмотрим. Но там снизу
Вот мы идем, а тропинка-то оказалась не короткой. И мы идем уже, наверное, минут... Мы полчаса где-то идем, да? В общем, расстояние где-то 2 километра. Было соля. Ну что ж, мы пришли. Все есть. Соль есть, да? Вот она наша такая большая, маленькая такая компания. Самира, это что такое? Это стакан. Алик, это не то, что... Позор. Он думал кое-что другое. Я поняла, про что он имел. Я взял этот, я карахисовый взял. И Артек, ну Артек твой любимый. Капец. Спасибо. Кстати, этот, Сирина, Заценим. там кровати стоят, курпешки. Ночевать можно, да? Можно ночевать здесь Можно бесплатно? ночевать. Это паломники, да, сюда? Да. Давай А что, может, поночуем? Да. А что? Пап, давайте. Классно же, да? Пап, ну, палатки я, не надо, да? я не тороплюсь никуда. Еще бы ты торопилась. Я завтра свободна. Техника единственная далеко осталась. Но... Ну что ж, друзья, вот она, моя дочка Самира. Мы сейчас идем в мечеть в Скале. Ребята уже ушли вперед. А вы переходите небольшой мостик прямо здесь же и направляетесь в сторону ущелья. Вон там вон есть кухня, домик, где можно заночевать. Там вон есть горячий источник, ну и как горячий, теплый источник, скажем так, родник. Там же можно и воду набрать, можно скупнуться. Он так стоит еще. Сейчас я им Он резко встал, да? А вы что молча поднимаетесь? Я встал такой, думаю, сейчас штаны одену. Охренеть! салфетки дать влажные? А я говорю Мирославу, если за Алишером пойдешь, обязательно экстрим какой-нибудь. кликнул это. Охренеть, вот это. Представь, что он твоей дочери показал. Офигеть! У тебя нормально, доча, все, шока не было, да? Психолог тебе нужен? Мы увидели. Офигеть! Какой ужас! Испуганная лань. Куда должна Смотрит. Ой, вот эта история, конечно. Да, ну, в общем, была такая история. Мы идем двумя группами в эту пещеру, не пещера, мечеть в Скале. Вот. Натерла, да? Дочка и Алик, они вперед ушли с Алишером, а мы идем сзади. Мир говорит, вот же она, вот она якобы. Мы остановились, такие, действительно, зачем тогда мы туда идем? Оказывается, Алишер ушел вперед, чтобы просто сходить в туалет, представляете? Это первая группа подходит такая, а он такой резко встает, штаны поднял. Теперь мы возвращаемся назад к этой пещере. Вот такое бывает. Так, как тебя теперь после этого называть? Ты только что себя погоняло придумал. И что, сходил хоть? Да, я успел все дела. Уф, в телефоне залип, да? Нет, встал. В смысле встал? Как она прощалась с тобой. У меня даже слезы навернулись. Не лезь! Не лезь! Нет! Я полезу, я думаю, Папа, ты был отбитая хороший. точно. Папа, вспоминая сразу всякие там это... Давай быстрее, мир ждем. Вся жизнь Я сразу там вот это... пролетела, да? Самира. Это ты что, босиком, блин? Я, у меня труп окружения. Вот он, блин, У тебя тру лысина. Отсюда ее все видно, не спрячешь. Да ты хватит смотреть, а то самого такая появится опять. А почему она такая лысина? Короче, нужно иметь определенную физическую подготовку, хорошую. Потому что здесь, вот смотрите, это вам здесь и альпинизм здесь, и скалолазание, и все на свете. Вон внизу, например, Махаббат не смогла подняться. Бедная одна. В общем, будьте аккуратны, соблюдайте технику безопасности максимально. Вот она, собственно, сама пещера, в которой прятался Арасан Хурасан от преследователей. В смысле, его звали тогда? Да, то ли китайцы, то ли джунгары, кто-то гнали. И вот он здесь спрятался, и после этого основал здесь такое место и стал целителем. В смысле, он здесь до конца жизни Да, он прожил? стал целителем, у него появились свойства какие-то, и он начал людей здесь лечить. Он даже в воду что-то вспять, да, Да, и поворачивал? здесь он умер. Да. Вот здесь, видите, здесь дорожка, вон здесь для намаза все.
Пещера такая. И когда там идешь, тебя не видно вот здесь вот. Вот такое вот место. Природа спасла человека. Колыбельки, это надо прям все с утра приезжать. Так, ну на часах. Сейчас я скажу, сколько время. Надо бы уже как бы ехать назад. Мы не рассчитали. Время уже 5:15. Солнце уже вон садится. Поэтому нам нужно быстрее закругляться, чтобы успеть до темноты хотя бы в город уже вернуться. Гостиница, давайте Семья, тихо. оставим. Люди приходят сюда с проблемами, понимаешь? Не надо кричать, шуметь. Люди приходят здесь, у всех беда. Давайте оставим. Здесь надо молиться, здесь надо тихо разговаривать. Бутоны какие мощные. Красота. National Geographic. У нас здесь сегодня футаж для National Geographic, для Discovery Channel, для канала еще, наверное, Казахстан. В общем, обалденно. Сходили, сейчас мы идем назад. Опять по серпантину поднимаемся. Поблагодарили всех духов этого места. Попросили прощения. Залезли мы в пещеру эту непростую. Сами видели. А время уже 5:40, наверное. Солнце садится, надо побыстрее отчаливать. Впечатления у всех очень хорошие. Все, надеюсь, зарядились духовно и так далее. Очень сильный ветер, надеюсь, вы услышите. Мы закончили и отправляемся назад. Время у нас 18:25. Арасан Курасан, спасибо. Все было замечательно. Тряпка есть для визора? Да, Дай, пожалуйста. скажи, Пожалуйста. что-нибудь скажите быстро. Да что ты? Круто. Спасибо. Все, до асфальта ебашим. Ну как, приехали? Садись. Ну что ж, друзья, вот и все. Спасибо селу Бесмойнак за гостеприимство. С погодой очень хорошо нам повезло. Вообще такой свет и температура воздуха, и дорога замечательная. А самое главное — это люди. Это вот эти вот люди. Человеческий фактор. Друзья. Самое важное — это друзья. Вон машут. Так что всем спасибо. Да. Вот опять началось у него, блин. Сыкун, блин. Сыкло. Куда? Саш, ты идем, бухнем. Да, мы думали, это вы блин. Да ты чё? Я думал, вы там Туда поехали, к Он пастухам. машет к себе, блин. Да, мы думали, это вы. Обалдеть. Чуть не заблудились. Ну ладно, все, надо ехать. Поехали, темнеть будет скоро. Всем пока, удачи.